12 команд, 2 группы, 5 игр и в итоге золото турнира по футболу в Моздоке. Юные ингушские таланты продолжают подтверждать свой высокий класс. Если раньше подопечные Микаила Катиева играли в бесшабашный футбол, зачастую не оглядываясь на собственные ворота, то теперь показывают более взрослую игру. Все благодаря грамотным наставлениям тренера. Игрой я очень доволен. Сыграли, все команды сильные, все футбольные школы, все команды сильные. Судейство было на хорошем уровне. Но ребята старались один раз. То, что они умеют, но это ребята, они не первый год, уже 4-й год я их собрал. И уже что-то есть какой-то рисунок, какая-то игра. Ну, еще опять, конечно, нам надо работать и работать над этим делом. Набрав больше всего очков в своей группе, команда из Малгобека вышла в финал, где в серии после матчевых пенальти одолела своих соперников из Дагестана. Этот успех ребятам голову не вскружил. На следующий день после турнира тренировки возобновились в привычном ритме. Мы отрабатываем удары, остановку мяча. Моя позиция была опорник. Надо было бороться за мяч, не пускать их на нашу штрафную. Самая ответственная позиция на поле, если твоя команда играет от защиты, это голкипер. От его действий во многом зависит успех команды. Факт того, что лучшим вратарем турнира признали игрока нашей команды, говорит о высоком уровне профессионализма тренерской школы. Вратарь ошибся, это всем видно, да? Ошибка вратаря – это гол. Полевые игроки ошибаются, их всегда можно подстраховать, исправить ошибку. В этом плане, конечно, и в психологическом плане вратарь самая устойчивая такая фигура на поле. Незаменимых на поле нет. Этой фразой можно охарактеризовать игру ингушской команды. На случай, если кто-то получит травму, скамейка запасных всегда предоставляет игрока на замену. Универсальность футболистов на разных позициях также очень важна. Я играл в замене в тайме. Но они были очень сложными. И они забили нам 2 гола или 3, я не знаю. И мы сыграли 4-3. Но последним я забыл пенальти, и были большие эмоции, когда я забыл гол. Список наград у ингушских футболистов пополняется от турнира к турниру. Для них каждое из соревнований – это возможность набраться бесценного опыта. Конечная цель любого игрока – это стать профессиональным спортсменом. А с таким подходом к делу эта цель вполне осуществима. Тамерлан Хамхоев, Магомед Белакиев, Новости 24.